Доброе утро! Сегодня 19 марта, долгожданная пятница. И это утро проведем с вами мы, Катерина Винокурова и Степан Федоренко. Сегодня в нашем эфире мы расскажем о новой радиостанции в городе Покровске. Обязательно сделаем утреннюю зарядку с нашим фитнес-тренером. Также узнаем историю одного из шедевров из коллекции Национального художественного музея. Ну и по традиции ожидаем в нашей студии интересных гостей. Напоминаем вам про наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Пишите нам. Присылайте какие-то приветы. Да, будем рады и какие-то все по возможности зачитаем. Интересные события, желательно добрые, позитивные, утренние. Напоминаем также вам про наш Инстаграм «Утро Якутии». Подписывайтесь. Также пишите нам вопросы, которые вас волнуют. Мы все читаем. Ну а начинаем мы с погоды. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 31-33 градуса мороза. В Заречной группе 27-37, в южных 17-20. В Вилюйской группе 11-14, в Нижнеленских 21-29. В западных 16-19, в Колыме-Дигирской группе до 27-43 градусов, в Янских 26, в Депутатском 46 зафиксирована температура, на северо-западе 20-31 градус мороза. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 32 градуса ниже нуля. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в Якутске ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем составит 8-10 градусов ниже нуля. Бедные жители Депутатского, минус 46 до сих пор у них, конец марта да, уже но почти. Сегодня в Якутске, как холодно с утра, было туман. Даже в 6 утра, да, туманчик был небольшой. Но вот в Москве найдена самая маленькая квартира. Исследование провела одна из столичных риэлторских компаний. В студии у нас находится наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Какая площадь у этой самой маленькой квартиры? Утро доброе, коллеги. Самая маленькая однокомнатная квартира Москвы занимает площадь 11 квадратных метров. Это недвижимость в Сталинке с отдельным входом, которая находится рядом с главным зданием МГУ. Оценили ее в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Якутия, доброе утро. Вашему вниманию блок новостей. С 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Желающим получить документ не придется отдельно сдавать площадку на экзамене в ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения, говорится в сообщении. Также изменится система оценки действий кандидатов в водители. Ранее в списке грубых ошибок было 17 пунктов, сейчас их 19. Отправиться на пересдачу можно будет за непристегнутый ремень безопасности и использование телефона. Нововведение затронет тех, кто готовится водить легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Для мотоциклистов экзамен будет проходить в прежних условиях с площадкой. Кабмин подготовил поправки для улучшения качества медпомощи шахтерам. Они регламентируют порядок проведения медосмотров и диспансеризации и лечения профессиональных заболеваний. Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства заметил, что работа в шахте одна из самых опасных, сложных и вредных и несет серьезные риски для здоровья работников добывающих предприятий. Почему молодежь должна идти в науку и как выстроить профориентационную работу? Эти и другие вопросы обсудили на площадке «Наука. Университет. Молодежь». Отметили целесообразность университетам проводить встречи, обсуждать актуальные проблемы. Понимая важность наличия молодых кадров, СВФУ 2021 год объявил годом молодых исследователей. В течение года будут проходить разные мероприятия в поддержку ученых и выделяться гранты.
В первую очередь это важность университетов для развития вот этих больших регионов. Вторая часть – это важность молодежи и молодежи в науке. Третий вопрос – это важность молодежной политики и в целом развития молодежи, да, потому что через некоторое время они будут стоять у руля и развивать наши вот большие макрорегионы. И, конечно же, постпандемийная часть, да, это влияние развития вот цифровых технологий в работе вот научно-технологического развития макрорегионов. В Якутском музее имени Ярославского открылась выставка «Ленский район. Вехи истории». Она посвящена 90-летию района и столетнему юбилею образования Якутской АССР. На сегодня в залах музея Ярославского были организованы и поставлены 11 выставок муниципальных образований. Экспонаты несут большую историческую ценность, так как свое начало берут еще с 19 века, отмечают сотрудники музея. Часть из них представлена фондом Ленского историко-краеведческого музея. В основном это предметы нашего Ленского историко-краеведческого музея. Также в формировании выставки нам помог сам Государственный Якутский исторический музей. Фондовый отдел предоставил свои экспонаты, касающиеся истории нашего Ленского района. Это и археологические находки, ну и предметы быта и многое другое. Также помощь оказали в создании выставки наше Ленское землячество в городе Якутске. Они предоставили нам большое панно, выполненное мастерицей, уроженкой нашего Ленского района. Жители, которые проживают сейчас в городе Якутске, смогут в течение месяца прийти, посмотреть. Титулованный фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса по подледному погружению на озере Байкал. Россиянин погрузился на глубину 80 метров. Рекорд был подтвержден камерами, установленными под водой, а также тегом, который Алексей поднял со дна. Фиксировал достижения судья Международной ассоциации развития фридайвинга Алексей Серов. Все материалы были переданы представителям книги рекордов Гиннесса. Алексей Молчанов является 14-кратным чемпионом мира и обладателем теперь уже 20 рекордов. Я всегда с удовольствием рассказываю всем моим товарищам, иностранцам про Байкал. Мне очень нравится, я как бы горжусь Байкалом, мне нравится про него рассказывать, что у нас есть такое озеро, самое глубокое в мире. И я вот это всегда рассказываю, поэтому у меня, естественно, хотелось вернуть здесь, потому что это и символ, и здесь очень классный толстый лед, на котором можно безопасно организовывать такое событие. Там, чем толще лед, тем лучше. И просто я никогда не был на Зимнем Байкале. Я первый раз приехал на Зимний Байкал. Там уже прохождение 20 метров, начинается падение, уже можно не шевелиться. То есть первые метры я активно ныряю, потом начинается падение. Я просто падаю после 20 метров без движения. Вот. Но на всплытии зато всплывать тяжелее, потому что внизу приходится очень мощно работать, чтобы именно всплыть обратно. К этой минуте у меня все. Я возвращаю слово коллегам. Спасибо, Сергей. Ну что ж, поздравляем фридайвера Алексея с новым рекордом Гиннесса. Видимо, он находится в хорошей физической форме. Ну а чтобы наши телезрители тоже находились в хорошей физической форме, мы предлагаем сделать зарядку. Доброе утро! С вами Ирина. И сегодня мы выполним комплекс упражнений, который будет состоять из нескольких связок для того, чтобы вы проснулись, потянулись и поехали с очень бодрым настроением на работу. Приступаем. Для начала нам нужно восстановить и направить дыхание. Поднимаем ручки наверх, делаем глубокий вдох и выдох. Далее делаем попеременные наклоны головой влево и вправо. Далее делаем повороты головы влево и вправо. Далее в прыжке делаем полуповороты головой, стараемся подбородком не касаться линии шеи. Делаем повороты корпусом, поднимаем ручку наверх. Внимание, у нас две руки поднимаются наверх. Далее, не переставая двигаться попеременно ножками, вращаем обеими руками вперед и назад. Далее делаем скручивание корпуса. Сначала скручиваемся без вытягивания рук, далее добавляем ручки. Ручки тянем вперед. Наклоняем корпус вниз, дотрагиваемся кончиками пальцев до левой ноги в середину и до правой ноги. Далее корпусом наклоняемся вперед, ручки тянем вперед, наклоняем корпус назад, руки также продолжаем тянуть вперед. Далее мы делаем выпады вперед.
Делаем шаг вперед, ставим стопу ровно. Затем вытягиваем ручки в стороны, затем поднимаем наверх, возвращаем в исходную позицию и возвращаемся в исходное положение. Делаем приседания с вытянутыми ручками вперед и делаем поочередные шаги, по 2 очередных шага в сторону, влево и вправо. Далее поднимаем колено наверх и под коленом делаем хлопок, делаем интенсивный выдох и восстанавливаем дыхание. Ну вот мы и завершили наш комплекс упражнений. На этом все. Хорошего вам бодрого утра и до свидания. Действительно, доброго, бодрого утра всем, кто просыпается. На днях наши коллеги отправились в командировку в город Мирный. На следующей неделе «Утро Якутии» будет выходить из алмазной столицы. Полина Долинская и Руслан Ачиров выяснят, чем отличаются промышленные города от других населенных пунктов Якутии. Какие достопримечательности советуют посмотреть местные жители и узнают, что волнует мирнинцев. Помимо сюжетов для утренней программы, ведущие и корреспонденты телеканала снимают кулинарную программу «Просто вкусно» и «Испытано на себе». И прямо сейчас на прямой связи с нашей студией наши коллеги Полина Долинская. Полина, доброе утро. Полина, доброе утро. Доброе утро, Степа, доброе утро, Катя, а также все жители республики, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии». Наша съемочная группа сейчас находится в городе Мирном. И в это утро мы бы хотели рассказать вам про одну из древнейших профессий, которая берет свое начало еще с 1902 года. Именно тогда в России были сформированы первые горно-спасательные подразделения. Сейчас мы находимся на одном из таких объектов. Рядом со мной командир отряда Шредер Сергей Владимирович. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, всем жителям нашей республики, вот что входит именно в ваш функционал, чем занимается ваше подразделение? Доброе утро. Подразделение наш отряд, создан для выполнения горноспасательных работ на объектах ведения горных работ, а также для проведения работ неаварийного характера, которые связаны с применением средств защиты органов дыхания и горноспасательного оснащения. А расскажите, как начинается ваш рабочий день? Утро горноспасателя начинается. Работники прибывают в подразделение. После прохождения предсменного медосмотра допущенные респираторщики принимают дежурство. Происходит развод, прием сдачи дежурства, проверка оборудования, оснащения, проверка средств связи с объектами, которые мы обслуживаем. И после этого заступает уже на суточное дежурство, готовые в течение этих суток по сигналу тревоги выехать на аварийный объект. А есть ли у вас какое-то регламентированное время после тревоги, во сколько вы должны среагировать, подъехать на объект? Да, конечно, есть. Нормативы у нас имеются. В дневное время в течение 1 минуты мы должны выехать по сигналу тревога. Хирурги обычно говорят, что лучшая операция – это та, которая не состоялась. Вот работа горноспасателя, она всегда связана с риском. Вот как проходит именно подготовка специалистов? Да, безусловно, вы правы. Риск всегда присутствует, так как мы обслуживаем опасные производственные объекты, а в случае аварии, соответственно, опасность это выше в разы. Комплектуем мы горноспасателей, направление основное, это работники предприятий подземных со средним профессиональным образованием. После этого, они проходят обучение в учебном центре, стажируются, сдают экзамены, проходят аттестацию, и им присваивается статус спасателя. И уже в течение всей службы проходит подготовка практически ежедневная. Это теоретическая подготовка, отработка тактических приемов. В общем, все то, что будет необходимо при выполнении работ по спасению людей и ликвидации аварий. Как часто происходит переквалификация кадров, дополнительная аттестация, может быть, сдача нормативов? Периодическая аттестация у нас проходит раз в 3 года. Хорошо. И вот последний вопрос. Вы в городе Мирном сравнительно недавно. Вот расскажите, чем вам нравится этот город и ваши любимые места, может быть? Город Мирный. Небольшой, маленький, тихий город. Город, наверное, шахтеров, алмазодобытчиков.
Мест хороших здесь как бы много. Это и городской парк, и значит, есть у нас парк «Живые алмазы Якутии» недалеко от Мирного. Красивые площади. Это площадь на Ленинградском проспекте и площадь в районе киноконцертного комплекса «Якутск». Красивые спортивные сооружения. Это стадион «Триумф» и спортивный комплекс «Кимберли». В общем, мест много, так что город у нас хороший. Большое вам спасибо. Друзья, ну вот мы только что узнали про этих замечательных людей. Это не просто спасатели, это те, кто самый первый приходят на помощь. Ну, друзья, я передаю вам слово. Город Якутск. Полина, ну расскажи чуть-чуть, приоткрой завесу тайны, что вы там готовите в Мирном, что ждет телезрителей на следующей неделе. Ну, прям всех секретов я вам, конечно же, рассказывать, друзья, не буду, но я могу вас уверить, что совсем скоро мы также узнаем про еще одну замечательную профессию. Мы встретимся с парашютным клубом, который здесь, в городе Мирный, именно занимается в подразделениях авиалесохраны. Узнаем, как у них проходит подготовка к текущему сезону, как они вообще готовят свои кадры. Ну и, конечно, будет очень много всего интересного, так что, друзья, до встречи в эфире. Ну и ждите от нас новостей. До встречи в эфире, Полина. Спасибо большое. Мы ждем, конечно же, интересных материалов с города Мирного, где, напомним, сейчас находится команда программы «Утро Якутии». Степ, любишь ли ты поспать? Катя, ну кто не любит поспать? Конечно, я люблю спать, но вот с последним графиком мало удается поспать. Но я вспоминаю бывшего президента США Дональда Трампа. Все всегда говорили, что Дональд Трамп спит по 4 часа в сутки. Я думаю, чем я хуже? Некоторые спят и по 3 часа, кому-то достаточно и 15 минут, представляешь? Это не я, это не про меня. И не я. Ну и как раз-таки в честь того, что ты любишь поспать, я люблю поспать, и всех телезрителей, которые проснулись в эту минуту, мы поздравляем со Всемирным днем сна. А какие еще даты и события отмечаются сегодня, узнаем в нашей ежедневной рубрике. 19 марта – Всемирный день сна. Международный праздник проводится ежегодно в пятницу перед Днем весеннего равноденствия. Сегодня также Международный день клиента и День моряка-подводника в России. Это профессиональный праздник. По народному календарю, если в этот день мороз, то впереди еще 40 утренних заморозков. Облака быстро и высоко плывут – это к хорошей погоде. 19 марта 1474 года в Венеции принят закон об охране авторских прав на изобретения. Первый в мире в сфере авторского права. К слову, в тот период в Венеции жил и творил Леонардо да Винчи. Он создал прообразы современных танков, скафандров, вертолетов и парашютов. 19 марта 1899 года открыта первая в Петербурге станция скорой помощи. В 1906 году в этот день указом императора Николая II созданы подводные силы российского флота. 19 марта 1922 года в Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня. В 1900 году в этот день родился Фредерик Жолио-Кюри, французский физик, общественный деятель, нобелевский лауреат. 19 марта 1913 года родился Александр Покрышкин, советский летчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза. В 1949 году в этот день на свет появился Валерий Леонтьев, советский и российский эстрадный певец, актер, народный артист России. Через год после него в этот день родилась Надежда Бабкина, советская и российская народная и эстрадная певица, народная артистка РСФСР. 19 марта 1955 года родился Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер и музыкант. В 1956 году в этот день родился Егор Гайдар, российский политический деятель и экономист, доктор экономических наук. Именины в этот день празднуют Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор и Юлиан. В Якутии поощрят неравнодушных граждан. Одноименная общественная премия будет вручаться в этом году в 4 субъектах Дальневосточного федерального округа и призвана популяризировать гражданские инициативы и социальные проекты. Как будет проходить отбор претендентов и по каким критериям их будут оценивать, мы сегодня спросим у руководителя проекта «Общественная премия «Неравнодушный гражданин» Валерии Костиной. Валерия, доброе утро. Доброе утро.
утро. Доброе утро. С приездом вас. Спасибо. Только что пообщались. Валерия у нас с Владивостока прилетела буквально вчера. История начиналась еще в Приморье, да, в 2015 году. Расскажите, какой опыт наработан за это время? Да, вы правы, история премии началась в 2015 году. В прошлом году мы отметили юбилей 5 лет премии в Приморье. За эти годы более 2000 жителей Приморского края стали участниками премии, около 180 человек объявлены победителями. Наши победители получают экспертную поддержку, ресурсы на развитие своей социально значимой инициативы, внимание органов власти, бизнеса и общественности. Но самое главное, что они получают, это, конечно, моральную поддержку, моральное поощрение, потому что когда ты много лет занимаешься каким-то очень хорошим, добрым делом, руки иногда опускаются, ты чувствуешь усталость, и наша премия, она как раз для того, чтобы поддержать таких людей, сказать, что вы вместе с другими, вы не один, и вокруг много единомышленников. Ну, это здорово. 2000 человек, да, это все-таки в Владивостоке неравнодушные люди, да, живут? Ну, весь Приморский край, конечно. В Приморском крае. Да. А вот в Якутии конкурс впервые будет проходить. Как думаете, как вы оцениваете регион в плане вот социальной активности? Насколько у нас неравнодушный регион? Мы с командой возлагаем большие надежды на Якутию. Мы знаем, что у вас очень много сильных некоммерческих, благотворительных организаций, есть интересные социальные проекты, поэтому я надеюсь, что участников будет не меньше, чем 100 человек. Мы работаем со всем Дальним Востоком и, конечно, смотрим, какие проекты, какие инициативы есть на разных территориях, поэтому, когда мы определяли субъекты для премии в этом году, конечно, мы смотрели, анализировали, и выбор пал на Якутию, на Камчатку и на Сахалин. На Сахалине премия пройдет уже во второй раз. То есть мы потихоньку идем по Дальнему Востоку, открываем для себя, для премии новые субъекты. Ну, а заявки, они уже принимаются? Как можно, куда можно обратиться? Прием заявок начнется с 1 апреля. Прием заявок происходит в электронном виде на сайте премии неравнодушныйгражданин.рф. Длится прием заявок апрель-май. Подать заявку можно в электронном виде или получить дополнительную информацию и помощь в оформлении заявки у регионального координатора премии в Едином ресурсном центре поддержки НКО и гражданских инициатив. Расскажите подробнее вот про критерии конкурса, какие инициативы приветствуются, вот, кто может участвовать? Участвовать может любой человек, ему не обязательно представлять какую-то некоммерческую организацию. Это реализованные добровольческие инициативы в 2020 году, то есть премия по итогам прошлого года. Мы ждем участников в номинации «Природа», «Культура», «Семья и дети», «Просвещение», «Мой город». Соответственно, сами понимаете, что деятельность должна быть в этих направлениях. Среди критериев это масштабность, социальная значимость и актуальность, потенциал к развитию. Победителей определит жюри во время финала премии, который состоится в июне, примерно в середине. Кроме того, и жители Якутии смогут повлиять на результаты. Одна номинация у нас называется «Выбирает Якутия». Она будет голосование по ней будет народное происходить. Голосование, да, народное голосование на сайте премии за несколько недель до финала. А в прошлом году, вот расскажите для примера, какие проекты победили у вас? Давайте я, наверное, расскажу про Сахалин, потому что тоже была новая для нас территория. Проекты совершенно разные, совершенно на разных сферах. Запомнилась очень история одного мужчины, который презентовал дом, в котором люди наркозависимые и без определенного места жительства находят поддержку, проходят реабилитацию и становятся на такой правильный путь, да. И этот молодой человек на финале премии завершил свое выступление тем, что около 10 лет назад он был одним из тех, кого сейчас опекает и поддерживает сам. Вот, конечно, это такая потрясающая история, и каждый год мы слышим совершенно разные уникальные инициативы. Например, у нас в Приморском крае есть поселок Терны, он находится на севере края, и туда приехала не так давно девушка из Западной
северной части страны, Анастасия, и она развела там такую активную деятельность. Они с единомышленниками разукрашивают стены в больницах, чтобы там было красиво и приятно приходить, особенно маленьким посетителям. Они благоустроили экотропу, собирают средства, проводят благотворительные городские поселковые мероприятия. То есть инициативы самые разные, где-то это уже прям такие серьезные инициативы, которые могут стать некоммерческой организацией, а где-то небольшие, но они очень важны в том или ином населенном пункте. Да, действительно. Здорово. Валерия, ну на сбор заявок у нас остается буквально вот сейчас. 2 месяца, с 1 апреля. Да, пока можно зайти на сайт премии, посмотреть, почитать положение, в котором прописаны все условия, все критерии, и готовить заявку на участие. Скажите сайт для наших телезрителей. Неравнодушныйгражданин.рф, и там нужно выбрать раздел сайта, посвященный Якутии. Здорово. Мы желаем, чтобы этот конкурс распространился с Дальнего Востока на всю Россию. Хороший же конкурс. Мы тоже так хотим, но давайте сперва полностью охватим Дальний Восток. И я очень надеюсь, что наша премия будет полезна вашей территории. Мы получим много интересных участников, заявок и расскажем о них. Очень надеемся, что наш регион не подведет, потому что действительно в Якутии очень много неравнодушных есть такие граждан. Я их знаю. Вот, как раз такие, да. Спасибо, Валерия. Отличного вам дня, отличного пребывания в нашей республике. Надеюсь, вам понравится. Спасибо. Спасибо большое. А на днях в городе Покровске заработало онлайн-радио под названием «Радио Покровска». Чтобы его слушать, надо скачать мобильное приложение. Но об этом мы расскажем вам после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. 19 марта на календаре, день недели пятница. Катерина Винокурова, Степан Федоренко. Просыпаемся вместе с вами. Напоминаем быстренько наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. На него присылайте свои приветы, поздравления, какие-то интересные, позитивные новости. Ну а у нас в студии Сергей Михедов с интересными и актуальными новостями. Якутия, доброе утро. Сеть современных кампусов в вузах должна быть создана в России до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля. Также до конца следующего года необходимо приступить к реализации не менее 3 проектов по созданию таких кампусов, включающих капремонт и реконструкцию существующих объектов вузов. Кроме этого, глава государства распорядился обеспечить строительство и капитальный ремонт общежитий федеральных университетов также до 2030 года. Тем временем Национальной политехнической школе номер 2 города Якутска выделен земельный участок под строительство нового учебного корпуса. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества региона. Земельный участок расположен по улице Ярославского. Его площадь порядка 1000 квадратных метров. В управлении Роспотребнадзора по Нерюнгринскому району провели День открытых дверей для предпринимателей. Представители бизнес-сообщества смогли получить консультации, предпринимателям рассказали о профилактике коронавируса, безопасному функционированию бизнеса в новых условиях, проведении противоэпидемических мероприятий, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Специалистами службы даны разъяснения о контрольно-надзорной деятельности, в том числе основных нарушениях, выявленных в результате проверок. С 1 января этого года у нас вступили в законную силу новые правила, новые санитарные правила, правила по розничной купле-продаже, общественного питания и другие. Также очень актуально интересуются правилами маркировки, обязательной маркировки товаров. Поэтому обращаются, мы работаем с ними, разъясняем действующее законодательство.
Началась реконструкция автомобильной дороги Якутск-Намцы-Булус. Она построена в 70-е годы и перестала соответствовать качеству и находится в недопустимом состоянии. Республиканская автодорога НАМ имеет третью категорию с двухполосным движением. В связи с увеличением расчетной интенсивности, а также для безопасности движения будет изменен класс дороги на магистральную улицу районного значения. Увеличится и количество полос. Работы по реконструкции дороги ведет организация «Дороги Саха», которая до 2023 года должна реконструировать более 7 километров. Стоимость работы оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Эта автодорога впервые в республике. Мы делаем реконструкцию, и по окончании строительства это будет дорога второй категории. Никогда в республике мы еще такие дороги не строили. Вот это четырехполосная автодорога, полностью обустроенная, с разделительной полосой, с разделительным барьерным ограждением. 4 полосы. И действительно ширина его дорожного самого полотна будет 14,5 метров, а ширина вот земляного полотна 22-23,5 метра. Фермеры увеличат поголовье якутской коровы до 1000 голов. Уже в следующем году такая цель поставлена в указе главы Якутии о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. По состоянию на 1 января всего насчитывается более 2000 голов якутского скота, из них 882 дойные. Для выведения популяции якутского скота из статуса исчезающего вида сейчас большое внимание уделяется созданию условий для их разведения. В прошлом году построены животноводческие комплексы в селах Мирнинского, Намского и Нюрбинского районов. Не последнее место занимает и производство натуральной мясной и молочной продукции. На сегодня предприятие имеет технические условия по сливочному маслу, продукт ары, по стейковой продукции. И вот буквально вчера мы получили технические условия на молоко. Имея те условия, будем летом продвигать бренд молока от якутского скота. Задача стоит довести по всей республике, включая наши предприятия, дойное стадо до 1000 голов. Соответственно, я хочу, чтобы эта задача была для нас основной целью и задачей во благо развития нашего скота, национального бренда республики. На этом у меня все. Увидимся в следующем часе. Спасибо, Сергей. Мы рады зачитать сообщения, которые пришли к нам на наш WhatsApp номер. Да, доброе утро. Поздравляем Поветьева Германа с днем рождения. Желаем ему здоровья, успехов в учебе, иметь верных друзей, быть послушным мальчиком. Очень тебя любим, бабушка Люба, мама, тетя Юля и братья Саша и Артем из города Хандега. Также вот еще одно сообщение, сейчас я его попробую найти. Даже это предложение. Рациональное предложение. Так. Доброе утро. У меня предложение. У нас в Якутии длинная зима. Утром на работу, вечером с работы в темное время суток. При этом у населения Якутии снижается иммунитет, у некоторых людей депрессия, а также туман, низкая температура воздуха тоже негативно влияет на здоровье человека и в дальнейшем на качество работы. Предложение. Необходимо урегулировать время работы. Подъем в 10 часов. Когда светит солнце. Катя, подъем в 10 часов. Я была бы рада. Это же счастье какое-то. В 11 бы мы с тобой эфир начали. Да, вот рабочий день с 11, либо с 12 часов, рабочее время до 17, либо до 19. Тогда население будет более работоспособно. Отличное предложение. Я слышал еще как-то летние каникулы школьные перенести на зиму. Вот такое предложение. Ну и, соответственно, все отпуска взрослых тоже перенести. Да, еще и вчерашняя новость с предложением о том, чтобы рабочая неделя составляла 4 рабочих дня. Вообще мы бы тут, отлично. Наверное... А роботы будут работать за нас. Также и вы, если хотите что-то предложить, поздравить кого-то, также пишите на наш WhatsApp номер, который видите на своих экранах. А также не забывайте заходить на нашу страницу в Инстаграме «Утро Якутии». А на днях в городе Покровске заработало онлайн-радио, которое называется «Радио Покровск». Слушать его можно через приложение
скачав на телефон. То есть интернет-радиостанция. Я слышал, что в Мегино-Кангаласском улусе тоже открылась интернет-радиостанция «Майя Долгуна». Да, кстати, вот эти два приложения как раз-таки разработали резиденты IT-центра Хангаласского района. Здорово, здорово. Но подробнее об этом расскажет в своем сюжете наша коллега Виолетта Засимова. Вероятно, каждый покровчанин, да и многие жители Хангаласского улуса помнят радио «Айсберг», которое в одно время без преувеличения звучало с каждого динамика. К сожалению, из-за проблем с финансированием пару лет назад оно перестало существовать. Но недолго покровчане оставались без собственной FM-волны. Резиденты IT-центра Хангаласского улуса Александр Лебедев и Александр Ярков совместно с мэрией города запустили интернет-радиостанцию под названием «Радио Покровск». Эфиры «Радио Покровск» можно слушать, скачав мобильное приложение с одноименным названием. Пока что оно доступно лишь на платформе Android. Это приложение совершенно бесплатное. Скоро оно, кстати, должно будет появиться и на айфонах, iOS. Да, будет оставаться бесплатным, так как радио оно должно прибавляться, чтобы слушателей много было. Итак, дорогие друзья, ну что ж, добрый день всем, кто присоединился на волну, а именно на интернет, приложение «Радио Покровск». На первое прямое включение пришел глава города Покровска Петр Гермогенов, который рассказал о предыстории запуска онлайн-радио. Не раз к нам обращались с такими предложениями, что у нас была ФМ-волна, было интересно, люди поздравляли друг друга, дикторы освещали вообще жизнь города, тоже объявления различные подавали. Это затерялось маленько в нашей энергичной жизни. Также во время прямого включения глава города отметил одну важную деталь. У нас есть множество земляков, которые по тем или иным причинам живут или находятся за пределами республики, за пределами Покровска. Им, конечно, будет очень, приятно, очень интересно включить радио и ознакомиться с жизнью родного города. Быть старшей ведущей «Радио Покровск» пригласили Татьяну Павлову. Многие местные радиослушатели помнят ее по псевдониму Таня Луна, который она использовала во время эфиров радио «Айсберг». Когда весть о том, что радио возобновляется, но уже в другом формате, в интернет-приложении, это, наверное, наоборот, границы расширились и возможности расширились, И узнав об этом, наши старые аксакалы, мои коллеги по «Айсберг радио», были вообще в диком восторге. Сразу же все откликнулись и, просто, скажем, на голом энтузиазме решили просто продвигать это дело и дальше. Радиостудия разместилась в здании Центра культуры Саргыт-Гюльгете. По словам Татьяны Павловой, это именно то помещение, с которого когда-то начинало свою работу радио «Айсберг». Благодарю вас за эфир. Это был первый эфир. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Александр Юрков, Хангаласский улус. Как здорово, можно где-нибудь на Мальдивах слушать радио из Покровска или из Мегино-Кангаласского улуса. Да, или находясь там в Аймиконе, послушать, что же волнует жителей Покровска. Да. Ну а мы продолжаем нашу рубрику «20 лет в 21 веке», где мы вам рассказываем об интересных фактах, которые произошли за 20 лет нового тысячелетия. Что изменилось за это время и какой была жизнь людей и какой она стала. Сегодня вас ждет очередной интересный факт о самом главном для каждого человека – о здоровье. Зоя Прокопьевна Горохова – одна из легенд здравоохранения Якутии. Уже 47 лет она лечит якутян старшего поколения, помогает пожилым людям сохранить здоровье и продлить жизнь. Главный результат ее труда – первый на Дальнем Востоке гериатрический центр, который работает уже 20 лет. За это время медицинскую помощь в центре получили более 50 тысяч пациентов, в том числе более 17 тысяч ветеранов войны и труда. Зоя Прокопьевна – заслуженный врач России и Якутии, награждена знаком отличия «Гражданская доблесть». В
21 веке якутяне стали жить на 10 лет дольше. Представляешь, средняя продолжительность жизни в Якутии увеличилась с 63 до 73 лет. А в этом, без сомнения, есть вклад сотрудников гериатрического центра. Да, низкий поклон Зое Прокопьевне и всем врачам, которые заботятся о наших бабушках, дедушках и о пожилых людях, сохраняя им здоровье. Степа, любишь, такой вопрос у меня к тебе, ходить по магазинам? Нет, я же, все-таки какой-никакой мужчина, я ненавижу ходить по магазинам, я стараюсь избегать, но если уж что-то там мне очень-очень нужно, конкретно прорабатываю этот вопрос там через интернет, через знакомых, иду конкретно в конкретный магазин за конкретной какой-то вещью, стараюсь быстро купить и убежать. Но еще, знаешь, очень продавцы-консультанты у нас в городе разнообразные. Назойливые бывают, да? Бывают назойливые, бывают наоборот, это совсем на тебя им наплевать. Да, я согласна с тобой. На любого покупателя. Непрофессиональное поведение некоторых продавцов, консультантов, не всех, некоторых, да, как-то вот отталкивает, и как-то автоматически начинаешь избегать вот тот любимый магазин, в который ты постоянно ходил, да, вот как раз-таки из-за этого. А наш корреспондент Полина Долинская выясняла, из чего же складывается хороший сервис. «Клиент всегда прав» была придумана еще в 1909 году. Обычно она используется компаниями для того, чтобы убедить посетителей в том, что они получат качественный сервис, ну а сотрудников, что они этот сервис должны обеспечить. Однако компании должны отказаться от этой фразы раз и навсегда, потому что, по иронии судьбы, это приводит к наихудшему сервису. Наша съемочная группа решила выяснить, что же на самом деле является залогом хорошего сервиса. Как оказалось, нюансов очень много. От оформления магазина до внешнего вида продавца-консультанта. От приветствия до прощания с клиентом. Важных инструментов привлечения покупателей – это интерьер магазина. Чаще всего это относится к манекенам с готовыми образами, подобранными по последним трендам. Также раз в сезон у нас проходит межсезонная распродажа. И также очень важно сделать грамотную развеску, чтобы покупателям было легче сориентироваться по товарам. В начале зала покупатель может увидеть все самые последние новинки коллекции. Мы ежедневно создаем атмосферу для приятного шопинга наших покупателей. У каждого из нас есть история о том, как навязчивый консультант портил впечатление даже в самом любимом магазине. Мало кому приятно, когда покупатель становится средством дохода и тебе пытаются навязать абсолютно ненужный товар. Что в магазине должно быть показателем хорошего сервиса? Я думаю, наверное, качество, ценовая категория. Чтобы лояльно к клиентам относились, да. Чтобы удобность была, чтобы смотреть магазин. И чтобы вот так вот навязчиво прямо вот не лезли. Целенаправленно все равно прихожу. И когда что мне интересует, я, конечно, обращаюсь к продавцам. Или же продавец сам подходит, спрашивает. А когда если хожу свободно, сама смотрю, то сильно тоже навязываться не надо. Чаще всего покупателям не нужна помощь консультанта. Тогда мы оставляем покупателей, но не бросаем их из виду. То есть все равно могут возникнуть какие-либо вопросы. После этого мы стараемся направить его внимание, то есть на акционные товары, либо какие-нибудь сезонные предложения. Иногда некоторые клиенты могут требовать чего угодно, ведь они правы по определению. Это значительно усложняет работу сотрудников при попытке наладить с ними контакт. Есть 3 простых правила по выходу из конфликтной ситуации. Это, конечно же, любезно выслушать покупателя и дать ему какое-то решение, варианты решений, которое его удовлетворит. Конечно же, консультанты могут обращаться к администраторам магазина, к директору магазина, и уже вышестоящая должность, конечно же, решит всю проблему с покупателем, которая сложилась. Всегда мы идем навстречу, на уступки покупателям, только чтобы покупатели оставались довольны нашим магазином, нашим обслуживанием. Грамотный и качественный сервис заключается в том, что посетитель в первую очередь уважаемый гость магазина, а продавец-консультант его помощник и даже немного психолог. Поэтому для продавцов намного эффективнее будет разработать свод правил и стандартов обслуживания клиентов, которые впоследствии помогут измерить и оценить работу продавца. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск.
Кать, что ты скажешь по этому поводу? Ты больше в этом вопросе разбираешься? Ну, мне кажется, все-таки сервис, он лучше становится в нашей республике. Очень много грамотных продавцов. Допустим, если скажешь, нет, не надо, мне ваша помощь не нужна. Они не навязываются. Да, не навязываются. Сегодня в рубрике «Музейный гид» мы расскажем о любви, о том, как художник Сардана Иванова передает это чувство в своих работах. Да, вместе с Ольгой Фроловой мы по-новому взглянем на ее работу «Письмо любимому». Все начинается с любви. Так писал поэт Роберт Рождественский. И действительно, любовь – это вечный двигатель для творческих людей. Это неисчерпаемая тема в искусстве, в литературе, в поэзии, в живописи. И у нас на выставке «История о любви» представлено интересное произведение художника-графика Сарданы Ивановой «Письмо любимому». Это зашифрованное письмо, которым пользовались юкагирские женщины для своих любимых. Они писали эти письма на бересте, вырезая символы ножом. В этом письме говорится о такой неразделенной любви. И девушка пишет: «Я люблю тебя, но у тебя есть жена, у тебя есть 2 детей, жена препятствует нашим встречам, но обо мне думает другой человек, и я начинаю думать о нем». Вот на этой картине мы видим такие стилизованные лиственницы. Это деревья. И по верованиям юкагиров, каждый человек имеет родственную связь с деревом. Вот такие интересные зигзагообразные линии – это думы человека, это его мысли. А такие небольшие точки, ответвления от верхушки дерева – это косы девушки. Это письмо было найдено в 1896 году Густавом Кремером и опубликовано в журнале «Глобус». А Сардана Иванова, художник-график, очень искусно наложила такую вот историю на графический дизайн. Доброе утро! 21 марта на сцене театра «Гулун» свой сольный концерт дает легендарная якутская группа «Норма Джин». В конце 90-х, в начале нулевых ни один рок-концерт в нашем городе не обходился без их участия. И сегодня у нас в гостях группа «Норма Джин» почти в полном составе во главе с руководителем Максимом Бардонским. Доброе утро, ребята! Доброе утро! Доброе утро! Ребят, ну давайте для начала познакомимся с вашей командой. Максим, представь. Мы сегодня вот таким немного малым составом пришли, потому что у нас фронтмен находится сейчас на страже здоровья, он медик. Вот мы таким составом пришли: Егор Ефимов, Евгений Бычков, Петр Попов и я, Максим. Для тех, кто, может быть, не знаком с группой, для молодого поколения, расскажи об истории группы «Норма Джин». История очень такая насыщенная, давно это было. Собирал группу, конечно, наш фронтмен, опять же, Денис, его сейчас нету, но он это начинал еще в школе. И, соответственно, это очень давно было. Много людей прошло через нашу группу, и вот сейчас вот этот состав, вот примерно вот сейчас, как мы сидим, еще духовая секция у нас. Про название расскажи. Почему, что означает это название? Да, и как оно рождалось, да? Ну, тоже вопрос, конечно, это, скорее всего, к Денису. Но, во-первых, Норма Джин – это как бы Мерлин Монро, красивая женщина. Ну, и оттуда все идет, не знаю. Где-то у вас есть красивые женщины еще, да? Да, но вы очень долго не выступали, как мы знаем, да? Вот почему решили собраться вновь? Ну, как вам сказать-то, мы целый год ждали эту задержку, в общем. Пандемия. Да, все это время ждали этого концерта, вот наконец-то. Вот вы. 21, да, вот хотел я оговориться, 21 марта будет концерт в Государственном театре эстрады, концертный зал, в 5 часов начала. Что услышат зрители? Да, уже что-то старое, доброе, известное. Да, вот те, кто знает наше творчество, конечно, мы сыграем старые песни. Ну и есть новые песни, есть новые исполнители у нас, там приходите, будет интересно.
собираетесь записывать альбом или только ограничитесь концертами? Да, в данный момент записываем альбом. Записываете? Ага. Так. Когда он выйдет, еще не могу сказать, потому что мы делаем все это не спеша. Как бы. Ну что ж. Не торопимся. Сейчас мы хотим исполнить песню, да? Или еще рано? Еще рано. Еще рано, Еще говорим. Расскажи про альбом. В каком стиле будет записан? Это будет какой-то по счету альбом наверняка, да? Ну да, это мы раньше записывались. Есть у нас 2 альбома, но они вот это давно тоже было, как бы так. Сейчас вот более-менее по-серьезному к этому подходим. Размещаем во всех, как называется это? Цифровых носителях современных. И будем размещать, конечно. А как вот насчет стиля, вот трудно сказать, какой у нас стиль, потому что всего столько намешано, там, я не знаю. Но это точно не попса, там, это точно не джаз. И не рок тоже. Ну как-то это все вместе. А вот давайте как раз сейчас и послушаем, какой же у вас стиль. Вот мы сейчас исполним песню, и мы с Егором в тандеме сочинили песню, посвященную нашему дорогому Андриану. Сейчас ее исполним. Давайте. 3. We will play the song together, but
Вечной Пятницы. Приходите на концерт Норма Джин 21 марта в театр ГУЛУ. Хороших вам выходных, всего доброго, набирайтесь сил на следующую рабочую неделю.